звон прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся по небу посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело каледовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряжавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел кучку понизу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Там теперь будет добрая попойка, как бы нам только не опоздать. Что за черт? Смотри, смотри по нас. Что? Как что? Месяца нет. В самом деле нет месяца. Думалось расслаблять, будто я хороша. Люди лгут, я совсем не хороша. Разве голубые очи мои так хороши, что прекраснее их нет и на всем белом свете? Что в этом вздернутом кверху носе, и в щеках, и губах? Разве хороши мои русые волосы? Можно испугаться, они как змеи серебились и обвились вокруг моей головы. Вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша, ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кому буду женой. Как будет любоваться мною мой муж. Он забудет себя, он зацелует меня насмерть. Чудная девка и хороша. Счастствует, глядя в зеркало. Ой, и не налюбуется на себя. Вам, парубки, читая, вы поглядите на меня, как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове, вам век не увидать богаче галуна. Все это накупил мне мой отец для того, чтобы на мне женился самый прекрасный молодец на свете. Зачем пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатой? Вы все мастера подъезжайте к нам вмиг, пронюхайте, когда отцов нет дома. Что, сундук мой готов? Будет готов мой серденько. Вот после праздника вот прямо будет готов. Представляешь, 2 ночи не выходил из кузницы, а какое железо положил на кофру. Ни одной поповны не будет такого. Ой, позволь же хотя бы поглядеть, поговорить с тобой. Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. А позволь и присесть рядом с тобой. Садись. Оксана, позволь и поцеловать тебя. Пойди прочь! Видишь, что захотел? Ему когда мед, так и ложка нужна. Пойди прочь, у тебя руки жестче с железом. Да ты сам пахнешь дымом. Небось меня все обморал Сашей. Ой, она не любит меня. Я не любит меня. Я ей столь же дорог, как перержавевшая подкова. Ой, ой, чего бы я только не дал, чтобы знать, кого она любит. Ой. А правда ли, что твоя мать ведьма? А что мне до моей матери? Вот и меня и мать, и отец, и все, что не есть дорого на свете. Вот если бы вот призвал меня к царю к себе и сказал: кузнец Вакула, бери у меня в царстве, чего хочешь, и все дам. Хочешь, построю золотую кузницу, будешь ковать серебряными молотами. Сказал бы я ему: не хочу. Ни царства твоего, ни золотой кузницы, ни серебряных молотов. Дай мне мою только Оксану. Видишь, какой ты. Только отец мой сам был дома. Вот увидишь, когда он не женится на твоей матери.
Однако ж девчата не приходит. Давно уже пора каледовать. Мне становится скучно. Ну бог с ними, ты моя красавица. Как бы не так. С ними верно придут паруки. Воображаю, какие начнутся балы, каких наговорят смешных историй. Тебе весело с ними? Ну, это уж веселее, чем с тобой. А, кто-то стукнул, верно, девчата с папой. Ой, она издевается надо мной. Ох, ой, не любит. Ой, кого это принес такой ночью? Пойду открою. Стой! Я не вижу ни одной хаты. Это какая вижу? Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, а я тем временем здесь поищу. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Кто ты такой? Что ты шляешься тут под дверями ночью? Да нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Но если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецов. Чья же бы это могла быть хата? Вот тена, не распознал. Это ж хромовой Ленчик, который недавно женился на молодой жене. Что тебе тут нужно? Нет, не скажу ему, кто такой. А это еще доброго чего поколотит проклятый выродок. Это я, добрый человек, пришел вам поколедовать на забаву подобную. Иди ты со своими колядками отсюда! Да что ты раскричался? Я хочу поколедовать, да и полно. Да ты сов не уймешься? Да ты, я вижу, уже начинаешь драться. Что? Иди отсюда давай! Да ты, я вижу, не на шутку дерешься. Пошел! Видишь какой? Не покажу! Вот большая паца. Думаешь, я на тебя сюда не найду? Я пойду прямо к комиссару. Вот я тебя проучу. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Адарка, у тебя новые черепки. Ах, какие хорошие, из золота. Хорошо тебе, Адарка. У тебя есть такой человек, который все покупает. А мне некому достать такие черепки. Ой, мое серденько, я тебе достану такие червяки, какая редкая панночка носит. Ты? Посмотрю, где ты достанешь такие червяки, которые я могла бы надеть на свою ногу. Ну, если только те, которые носит царица. Ишь, каких захотела. Ой, смейся, смейся, я сам над собой смеюсь. Куда девался ум мой? Ой, как будто на селе одна только Оксана, как будто нет больше никаких девчат. И в самом-то деле, из Оксаны не будет хорошей хозяйки, она только мастерицей рядится. Полно, пора перестать дурачиться. Отчего губки красные, ручки синие, да ножки синие, спросите, почему? А ты мне нравишься. Сама не знаю почему, но ты мне нравишься. И понимаю, что сама я не красавица, но сердце стучит, но сердце зовет. У нас не будущего нет. Пока не прошлого, но ты увидишь и поймешь, что я хорошая. Сама себе вчера гадала на ладошке, и сердце рвалось.
тебя занесла. Ой, Солоха, сейчас. Так случайно. Собирался я, Солоха, дорогая, к тебе пойти. Да такая бьюга разыгралась. А видишь, и свет в той хате, так решил заглянуть. Вечер с тобой провести, Солоха. Да. Ой, Солоха, спрячь меня куда-нибудь, я не хочу теперь с дьяком встретиться. Солоха. Солоха. Добрый вечер. Я никого не был. Этот я сердечно рад. А что это у тебя великолепная Солоха? Как что, посетники? Рука. Рука? А что это у тебя дорожайшая Солоха? Будто не есть Осип Никифорович. Шея. А на шее маниста. На шее маниста. Солоха, отвори! Прячь меня куда-нибудь. Здравствуй, Солоха! Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда не ожидала? Может быть, я помешал? Может быть, ты тут забавляешься с кем-нибудь? Может быть, ты уже кого-нибудь спрятала, а? Ну, Солоха, налей теперь водки, а то, я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Эх, какая пьюга! Как схватилась! Как схватилась! Ох, как оченели руки, не расстегнуть кожуха. Отвори! Стучит кто-то! Отвори, говорю! Это кузнец! Ты что? Куда хочешь делать? Ни за что не захочу показаться этому проклятому выродку на глаза. Чтоб ему набежали дьявольскому сыну. По два пузыря под глазами. Даже ненавижу. Кстати, что это за мешки тут лежат? Через эту глупую любовь я вообще одурел совсем. Ой, завтра же праздник, а тут всякая дрянь лежит. О, тут, кажется, я положил инструмент. О, и ты блестит голубыми лучами. Ну, вот так и шел, вот так и шел. Ой, ей что-то рассказывай, она смеется. Так она ж всегда смеется. А, папуга, ты тут. Здравствуй. Ну, много наколесовал. Вот. Ой, какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж. Вот. Ну вот почему она вот так вот чертовски хороша. Ну ее и глаза. Ну вот ее и речь. Мне скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ой, пойду. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в пролубе. Ой, короче. Оксана, дурач кого хочешь. Ой, дурач, а меня больше на этом свете не увидишь. Все, никогда. Пойду я. Ой, отсюда. Ой, в самом деле, куда это я собрался? Как будто все, свет на ней клином сошелся. Я не представляю. Боже, есть еще одно средство. Пойду к пузатому потеку. Он, говорят, всех чертей знает. Я? Так это еще и ленивый чувак. Тот хотя бы ложка ест, а этот даже руки не подымет. Я к твоей милости, Патюк, пришел. Ты, не быть сказано, приходишься несколько сродни. Черт! Так вот, не знаешь, как к нему попасть. Ой, ну надо к черту. Это идет к черту. Вот, так я, Патюк, по этому вопросу и пришел. Там хлеба, сала, там гречки, все это як заведено нормально. День будет тут в достатке. Ты как бы это не мог бы подсказать, как бы к нему попасть на дорогу? У кого черт за плечами, тому далеко ходить не надо.
Да, надо у него растолковать, что он имеет в виду, хотя... Подождите, сегодня же голодная кутя, а он ест вареники. Вареники скоромные. Что я тут стою? Греха набиваюсь. Не, назад, назад. Да я, твой друг. Все, что хочешь для друга сделать. Денег, сколько хочешь дам, и Оксана, сегодня же будет наш. Позволь, за такую цену готов быть твоим. А, теперь-то попался кузнец. Теперь-то ему все его малевания вымещу, возводимые на чертей. Теперь-то, когда узнает мой товарищ, что попался мне самый набожный человек. И ты не знаешь, вот, что без контракта ничего не делается. Постой. Я слышал, у вас расписываются кровью. Постой. Я достану из кармана ось. Это мой лостик. Опа. Так, Довольно стой. шутить. Полный. Вот тебе. Помилуй, Вакула, все, что хочешь, сделай. Только не наклади на душу страшного креста. Пусти душу на покаяние. Вот как запел немец проклятый. Ну теперь неси меня на себе. Куда? В Петербург, прямо к царице. Из досады стать называться первой красавицей на себе. Ну нет, у меня так хороша. И пройдет и минут 10, как он придет полюбоваться на меня. Это он сейчас шалит, прикидывается. Я и правда к нему сурова. Ну, надо дать как-то нехотя поцеловать себя. То он обрадуется. Постой! Кузнец, мешки забыл. Ой, тяжелые. Это Кузнецовы мешки? Потащим скорее ко мне папу и поглядим хорошенько, что он сюда наложил. Ну мы их не поднимем. Тогда побежали с санками и отвезем на санку. Должно быть, если свинина ест. Повезло же кому-то. Счастье наглядалось только всякой всячины. Должно быть, они набиты больницами. И то с маком. Жидовка за каждую больницу дает 100 грамм водки. Зачем скорее, чтобы никто не увидел? Нет, одному будет тяжело не есть. Вот как нарочно идет ткач Шапулани. Здравствуй. Куда идет? Да так иду, куда ноги идут. Помоги, человек добрый, мешки есть. Мешки? А с чем мешки? Мясо? Поляницы? Да, думаю, всего есть. А куда мы их понесем? Шинок, что ли? Ну бы я думал, что в шинок. То есть проклятая жидовка не поедет. Вот думаю, что где-нибудь украли. Мы понесем их в мою хату. Жинки нет дома. А то, что нет дома. Да, слава богу, мы не совсем еще без ума. Кто там? Вот цена. Вот это хорошо, что наколдовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, подцепили где-нибудь. А ну-ка покажите мне мешок ваш. Ну если черт тебя покажется, не мы. Тебе какое дело? Мы наколедовали, а не ты. Нет, ты мне покажешь, не годы пьянь. Что мы допустили, а? Что мы допустили? Что ты допустил? Вот кочерга, видно, железная. Моя жинка купила в прошлом году за полрубля. Да ничего, не болеет. Да тут целый кабан лежит. Целый кабан, слышишь? Целый кабан. Ну, да все ты виноват. Отнимай скорее. Ступай. Что сделать? Ступай, чертова баба, это не твое добро. Что ж она дура, говорит, кабан? Это ж не кабан. Вот цена. Видишь, какой чертов мешок посадили. Черт знает что. Голова идет круглая. Это ж Нет. А вы думали? Ну что, хорошая выкинул над вами шутку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свиньи? Постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то поросенок или иная живность. Подо мной беспрестанно что-то шевелилось. Вот цена, вот и другой. Черт знает что. Голова идет круглая. Ни колбасы, ни поляницы. А людей в мешки кидают. Это дьявол. Вот цена. Ай да солоха. Тут и я смотрю, у нее полмаката мешков. Теперь я все понял. У нее в каждом мешке по 2 человека сидело.
А я думал, она меня одного. Вот тебе и солоха. Давайте попробуем так. Что за черт? Чего вы мечетесь, как угорело? Батюшки, сидит кто-то. Сидит кто-то? Где вы взяли этот мешок? Кузнец у дороги забыл. Кузнец? А не прав был я? Ну что ж вы испугались? Сейчас посмотрим. Извини, человече, что не называем тебя по имени и отчеству. Вылазь из мешка. Здорово. Должно быть на дворе холодно. Морозец есть. А позволь спросить тебя, ты чем сапоги смазываешь? С мальцем или дегтем? Да дегтем лучше. Ну прощайте. Чего я его с дуру спросил, чем он сапоги смазывает? Ай да солоха, посадить в мешок такого человека. Вот чертова баба. А я думал, она меня одного. Ну, где этот мешок? Я кинула его в угол, там больше ничего нет. Знаю эти шутки, ничего нет. Ну-ка, неси сюда. Стряхни. Ничего нет. Что ж. Ай да солоха, вот тебе чертова баба. Сколько тут панства. А, наверное, что ли ходит, то заседатель. В шубе заседатель. Ну, а тот вот в этих, видите, бричек? Городничий. Да, а то они же еще такие, смотри, какие с блестящими стеклами. Городничий, а то может и больше. Слушай, прямо ли ехать к царице? Прямо к царице. Сколько тут светла. У нас днем не бывает так светло. Ой, мама. Встать! Не встану, мама, не встану. Чего ж ты хочешь? О, царица спрашивает, чего я хочу. Теперь поясни. Мама, у него гнев быть сказано. С чего сделаны ваши черевички? Вы не против были, если бы и моя Жинка делала такие же? Ну, раз тебе хочется иметь такие черевички, Хочется. то это нетрудно сделать. Принесите ему сейчас же черевички. Самое лучшее, до золота. Что за украшение? Вообще! Ой, ой, ваше царское величество! Ой, ноги, в которых были обуты эти вот прелестные черевички, по крайней мере, должны быть с сахара. Ой, ну... До свидания, мама. Браво, браво, мне нравится это простодушие. Утонул! Ей-богу, утонул! Ну, чтобы я с этого места не сошла, если не утонул. Что? Разве какую корову украла? Разве какую сгладила, что ко мне не имеет веры? Я сама лично видела, как повесился кузнец. Так кузнец утонул? Скажи лучше, чтоб тебе водки больше не наливали, старая пьяница. За какую надо быть? Не знаю, чтобы повеситься. Он утонул в уголовке. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была в шикарке. О, срамница, молчала бы негодница. Ты что сказала, куда? А я не знаю, что тебе я хочешь. Дьяк? Кто там сказал дьяк? А вот кому ходит Яков. Ах ты, баба, негодная! Ах ты! Чтоб я духу твоего больше тут не видела! Что хочешь? Пошел вон! Чтобы решиться погубить свою душу. А вдруг он и в самом деле ушел из деревни с намерением никогда сюда не возвращаться?
Я не найду больше себе такого молодца, как кузнец. Он же так любил меня. Он долей всех выносил мои капризы. Ах, мой любимый Вакула. еще не благодарил тебя. Ладно, лазурь. О, видно, мать еще не возвращалась. Видись, я вот твоей милости пришел. Вот. Вот тебе нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Ой. Полно себя, вставай. Старых людей слушай. Забудем, что все, что между нами было. А теперь проси, что хочешь. Батька, отдай за меня Оксану. Вот отдай. Добре, присылай сватов. Договорились. Оксана, я достал те самые черевички, которые носит царица. Нет, нет, мне не надо червяков. Я без червяков.